Привет всем слушателям Радио Азия Плюс. Огромное спасибо за чай. Да, Сафар, добро пожаловать в студию. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что пришел. Во-первых, мы тебя поздравляем в связи с тем, что ты стал номинантом на эту замечательную премию. И когда мы каким образом отбирали? То есть мы решили выбрать тех исполнителей, которые звучат у нас на радио, да, то есть которые очень популярны. И когда зашел разговор о том, кого номинировать, Сафар Мухаммад ты был одним из первых. Я бы даже сказал первым. Потому что никаких сомнений не возникало. Потому что, во-первых, у тебя крутые достижения в плане того, что твоя гастрольная карьера, да? Ты выступаешь, ты ездишь, катаешься по миру, вот, и выпускаешь треки, которые обожают... Сейчас, секундочку, Джова подошел к нам, Джова, саунд-продюсер. Нет, садись сюда, я тебе сейчас передам микрофон. Да, в канале какая-то творится. Дарья, объясни, пожалуйста, что происходит, я пока отдам микрофон Джови Друзиеву. Дело в том, что Сафар Мухаммад пришел не один, у нас в гостях также саунд-продюсер и аранжировщик Джови Друзиев. Доброе утро, ребят. Ты нас нашел. Да, я в такое время обычно ложусь спать. Сегодня проснулся. Ну здорово, что вы добрались, ребята, вы большие молодцы. Тандем, кстати, классный. Меня всегда интересует, знаете, какой вопрос? Есть музыканты, которые выпустят одну песню и думают, все, я могу расслабиться. И вот полгода практически ничего не делают. Вы работаете постоянно, генерируете новые идеи, создаете новые вещи. Кто кого пинает? Кто инициирует всегда? Он меня пинает, честно скажу. Сложно? Не сложно. Не сложно. Не, ну, типа... Джови такой человек, что ему ты должен прям сказать, почему так должно быть. Ну, причину. Почему мы должны работать? Да, если он будет ответом satisfied, как говорится, то он, конечно же, будет работать. Мне особенно нравится, когда я предлагаю Джовиду какую-то работу, и я уже не пинаю его, ничего, он говорит, подожди, не трогай меня. И он сразу вот горит работой и делает его. Сафар, а что нужно сделать, чтобы Джова был удовлетворен, вот когда ты его пинаешь, условно говоря, да, и говоришь, вот ты сейчас сказал, что он должен быть удовлетворен вот тем, что ты преподнес. Да. Что нужно сделать такого? Это должна быть какая-то красивая мелодия? Да, это должно быть красивый материал. Хороший. Не, он старший брат. Джова, почему ты так без волшебного пендаля не хочешь работать? Меня тоже можно понять. Я, можно сказать, каждый день занимаюсь этим делом. Иногда я прям очень устаю, но, как говорится, самое главное – это тяжело начать. Вот если мы начинаем, и по треку у нас все идет хорошо, то уже все беспроблемно, мы двигаемся по пути, и все получается. Если же у нас на начальной стадии что-то не получается с треком, мы его даже не трогаем. Почему? Если не получилось в начале, не получится в конце. Да, значит, мы не готовы к этому треку. Да. У нас есть такой трек, который мы 2 раза аранжировку делали, и 2 раза никак не получалось. Но вы планируете к нему когда-нибудь? Конечно. Да. А сколько вообще вот таких вот черновых работ, которые так вот до сих пор света не увидели? Там целый айфон у него. Да, много. Да, очень много. Но есть планы все-таки потом в дальнейшем доработать? Да, конечно, планы есть всегда. Времени не всегда, хватает. Потому что мы же не только записываем песни, это не только еще от нас зависит. Да. У нас очень много работы, очень много выступлений. У Аки Урзу очень много работы, тоже очень много выступлений. То есть это не только от нас зависит. Да, для тех, кто не знает, Аки Урзу – это наш Урзу Исоев, который пишет тексты песен. Только он, кстати, вам пишет? Да, исключительно только он, да. Только он и умеет. А если кто-то подойдет и скажет, ребят, я написал потрясающее стихотворение, и я хочу, чтобы вы взяли его для песни, пойдете навстречу или скажете, нет, у нас уже есть человек? Нет, такого не будет, типа у нас есть человек, я могу послушать и даже прочекать его, и попробовать что-то с ним сделать, но я гарантирую, что не получается пока что ни у кого. Да, тут такой момент, то, что у нас пока еще не было такого варианта, поэтому мы пока еще не можем прям точно ответить. То есть мы не уверены в этом, что у кого-то... А я пробовал, кстати, поработать. А сами не пробовали писать тексты? Ой, нет, как еще Урзу потом мои вот эти, когда вот то, что ла-ла-ла делаешь или какие-то слова подпеваешь, когда делаешь канту, песню сочиняешь, творческий язык. Ты делаешь, а потом Урзу берет и прикалывает меня, говорит, ты больше Сузи Дил ничего не знаешь, говорит? Ты не можешь хотя бы на Дарди Дил поменять? Подожди, то есть ты принципиально не пишешь только потому, что, может быть, в какой-то степени стесняешься, что Урзу тебе скажет, что ай-яй-яй, Сафар, вот неправильно. Можно я за него скажу? Я думаю, тут больше вопрос
больше вопрос того, что ты берешь на себя очень огромную ответственность. Да. Это очень тяжелый язык, это очень красивый язык. В нем есть очень много аспектов, которые нужно знать. То есть его нельзя коверкать. Поэтому, то есть, по сравнению с Аки-Орзу, мы в языке совсем не образованные. Там есть очень много аспектов, которые нужно соблюдать. Я думаю, это прям нужно иметь дух, чтобы сделать это. А были вот такие моменты, когда Урзу, допустим, написал вам какой-то текст, и ты так сидишь, думаешь, а вот было бы интереснее заменить, как скажем, вот какое-то слово вот на другое. А как Урзу к этому относится? Не ревностно? Как Урзу, знаете, он может... я просто вспоминаю, и Акаурзу, он иногда бывает, что... Вот вы можете спросить его, самые трудные песни, которые он пишет для меня. Он говорит, я вспотел, я не могу больше. Он начинает злиться, например, иногда нервничать. Я говорю, нет, это слово нужно поменять. Нет, это слово нужно поменять. Он говорит, или так, или никак. И приходится соглашаться с ним. Конечно, иногда в последний момент уже, то есть... Случается разное. Кстати, было одно из мероприятий, и Орзу был на сцене, был в качестве ведущего. Когда он приглашал на сцену Сафар Мухаммада, он произнес такой эпитет, как «неподражаемый». Но, тем не менее, очень многие молодые люди сейчас у нас в столице, они все-таки пытаются как-то копировать внешне твой образ. Они делают химию, они с похожими прическами ходят по городу. Как ты относишься вот к такому элементу подражания? Я хорошо отношусь. Может быть, эти люди до меня такие были, но, например, стеснялись выражаться. Не осмеливались, да? Да, стеснялись. Например, я сам стеснялся. Я говорил, да нафиг мне вот это, вопросы задают, волосы такие, волосы реальные, там, я не хотел этого. Пока в один момент кто-то мне сказал, тебе это очень важно, что ли, что тебе скажут, главное, что тебе важно, нет? И я в тот же день просто пошел и все, принял себя. А когда это было? Когда ты сменил образ? Это было год назад. Яксол Пеш. Но я тебе все-таки рекомендую много не экспериментировать с волосами, а иначе ты закончишь, как я. Будешь таким же не очень волосатым. Ребят, давайте сейчас про творчество поговорим. У Сафара, у тебя, вообще у вас, ребят, с такой завидной постоянностью, завидным постоянством выходят треки, вы в этом смысле очень продуктивный. Джофф, откуда вот у тебя вдохновение на вот эти аранжировки, которые, как мне кажется, среди музыкантов есть такое слово «фирма», да? Вот откуда Баха, ты не поверишь, я не слушаю вообще музыку. Все идет с игр. Игр? Да, компьютерные игры. Да, я люблю очень, я прям очень сильный, как сказать... Игроман? Игроман, да. Поэтому ты в 9 часов утра ложишься спать, да? Я бы не сказал, что только из-за игр. У меня просто такой график, мне так комфортно. Все-таки по поводу треков, да, по поводу аранжировок, они, конечно, из-за меня. Я делаю эти песни. Нет, честно, если так взять, я очень редко слушаю музыку, у меня все это реально идет с игр. И прям... Вдохновляешься? Да, я прям сильно очень... Да. Вот если взять Synthwave, то на сегодняшний день мой самый такой прям любимый исполнитель — это Weeknd. Он прям супер красавчик. Потому что, честно сказать, современную музыку сейчас, то, что вот в чартах, я не перевариваю. Там, если там Billboard Top 100 какой-нибудь, я, максимум могу послушать 5 треков. Но то, что делает Weeknd, я прям слушаю каждый трек. Это очень качественно. Да, это прям продакшн на уровне. Кстати, недавно у вас вышел новый трек, буквально неделю назад, около 10 дней назад. Поздравляем с этим. Спасибо. Мы обязательно сегодня его еще послушаем. И об истории создания этого трека мы тоже обязательно поговорим. Друзья, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Сафар Мухаммад и Джови Трузиев. Это ребята, которые номинированы у нас на нашу премию музыкальную Taranam Music Award. Говорим мы сегодня об их творчестве. Если у вас есть вопросы к нашим гостям, вы можете их адресовать нам на Viber 28-400-107. Мы сейчас очень вынуждены прерваться. Мы этого не хотим, но вынуждены. Сейчас рекламный блок, и совсем скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
является номинантом на музыкальную премию Taruna Music Award в этом году. И есть еще 2 номинанта, 2 песни, 2 трека. Это «Но Куджо» и «Комаров». 3 песни, среди них будет отобрана одна самая лучшая по версии Азия Плюс. Что это будет за песня? И выбирают все! Скоро, да. Кстати, а какую бы песню выбрали вы сами, ребят? Я бы выбрал «Но Куджо» как Taruna Soul, и как дуэт года, конечно, Исмаил и Сафар Мухаммад. Я думаю, это очень даже справедливо. Джова, а ты как считаешь? Я бы выбрал бы Next Gen, но она еще не вышла. По факту ты согласен? Из вот этих 3. Ну, из этих 3, я думаю, «Комаров» — это абсолютный хит. Дуэт года? Это абсолютный хит, как же остальные? «Но Куджо» это прям мега гигант. Если мы просто будем поддаваться статистике, то «Комаров» — это просто абсолютный хит. Песня без клипа. И она просто... Вот я предполагаю, почему Сафар все-таки топит за песню «Но Куджо», потому что, помнишь, ты говорил, когда у вас был концерт в Москве, и аудитория вам подпевала Дуди Сигор, этот момент. Мне кажется, вот этот момент у тебя в памяти очень сильно засел, и, возможно, ты к этой песне еще больше проявляешь. Этот момент набрал 1 200 000. В смысле, в YouTube просмотров? Да. Серьезно? Так я как-то немножечко выпал из Не, темы. безусловно, но Куджо тоже хит, но я считаю, что «Комаров» больше сделала прям. А нету, типа, как его, дуэт года там, такого нету у вас, да? Нет, у нас тут номинированы именно песни. Да, мы обязательно в следующем году будем делать другие номинации, именно не только песня года, но и обязательно сделаем и дуэт года, и прорыв года, да, то есть это в обозримом будущем мы, конечно же, планируем. Но все-таки, что касается песен, Джо вот за «Комаров» топит. Почему она для тебя более такая хитовая, как ты думаешь? Блин, ну, я не знаю. Она просто ближе мне как-то. Не то, что «Но Куджо», она мне не близкая. Она мне тоже близкая, но прям «Комаров» — это то, что... Доктор прописал. Ну, она как-то так получилась прям очень... Не, она получилась прям очень быстро. Она получилась такой, какой должна была получиться. И очень быстро. Она прям получилась у нас очень быстро. Любовь существует, братья. Он ее написал за минут 15. Он просто композицию написал за минут 15. И это была песня Комарова, он 14 секунд был, что ли? Да, а аранжировку я сделал, ну, грубо говоря, то есть вот весь скелет я сделал за день. За день сделал скелет, и все, там уже, ну, мелкая работа. А с «Но Куджо» мы очень много страдали. Вот так вот. Есть треки вымученные, да, есть легко дающиеся. Да, очень страдали. Допустим, 13 мы очень много страдали. «Но Куджо» — это очень тяжелый трек, с которым я страдал. Ну, не все идет так, допустим, как по плану. Допустим, у меня есть... стоит. Да, то есть я до сих пор понимаю, что у меня есть некоторые моменты, где у меня пробелы в знании. Вот, и поэтому... Я помогаю ему по жизни. И каждый раз, когда вот я перешагиваю вот эту вот тяжелую границу, как бы можно сказать, да, то есть вот эти трудности, я заполняю свои знания. И то есть во второй раз я, конечно, это все буду делать быстрее, но, допустим, очень тяжелый трек для меня был, лично для меня, это «Но Куджо» и 13. 13 мы очень много страдали, да? Судя по всему, Сафар не страдал, да? Не, ну мы еще и к клипу ее готовили. Вот клип жестко. Да, то есть мы сделали 13 саму, потом еще начало и конец делали отдельные куски для клипа. А что шло не так в этой песне? Почему вы так долго? Да все, например, в 13 мы не могли придумать второй куплет. И мы думаем, как это сделать? Например, никто не знает об этом, но песня 13... Джовид, какой момент ты придумал вот 13? Он куплет придумал, кстати. Куплет, сделанный Джовидом Рузиевым. Да? Я не помню. А вот, ребят, вы сейчас сказали, если отталкиваться от статистики, то есть та или иная песня, может быть, эмоциональная какая-то, да, привязанность есть к ней особенная, но вот если про статистику говорить, то вы отслеживаете ее на каких ресурсах? На всех. Ну, грубо говоря, это Apple Music, я думаю. Apple Music такой, ну... Apple Music, YouTube. Да, YouTube это по умолчанию. Это по умолчанию, да. Да. А отслеживаете и Spotify каждый месяц отправляет нам, типа, сколько раз нас послушали. Да. На Spotify кто лидирует сейчас?
Везде мы, короче. Ну да, ну видите, тут я не люблю Spotify, потому что у него нету, допустим, у Ютуба есть топ Таджикистан, то есть то, что слушают в Таджикистане. Доступа. Да, а в Spotify нету такого. Вот это очень глупо. Да, Apple Music этими классное то, что ты заходишь, допустим, что у нас в Таджикистане сейчас вот больше всего слушают. Ты можешь просмотреть, но на других ресурсах не просмотришь. Ну вот Spotify, да, например, это отличная платформа, где есть музыка, где есть плейлисты, всякие вкусные песни, да? Да. Но ты не можешь зарегистрироваться и заплатить за него просто, чтобы послушать. То есть это очень глупо. Я думаю, ребята должны уже перестать... Ну, сейчас, после того, как Apple Music внедрили Dolby Atmos, они получаются лидерами. И я думаю, что сейчас, мы ориентируемся на YouTube и Apple Music. Они прям, номер один. А отслеживаете, как часто, допустим, в рилсах, в Инстаграм используют ваши треки? Если честно, нет. Я вообще не знаю, что это такое. Что такое Инстаграм, да? Это ТикТоки, брат. Вот эти короткие видео, да? Да. Да, маленькие вертикальные видеоролики, в которых периодически, кстати, используются и ваши песни, ваши творения. Но я помню один раз, когда я смотрел Нокуджо, там вообще кипиш был. Зашло. Да. Вот, но все-таки вернемся к песням и про Комаров. Насколько быстро М1 согласился на дуэт? М1? Да. Очень быстро. Нет, знаете, мы как-то сидели с М1, и, мы сидели в кругу друзей туда-сюда. Я его знаю с детства. И прикиньте, человека, которого ты знаешь с детства, и ты сидел и вот так говорил, тоджик бача, короче. И он говорит, вот у меня есть мечта с тобой спеть. Ух ты. Вот, я такой, ух ты, ничего себе, нормально разговаривай, типа, и так пошло, я пришел, Джови сказал, Джови, вот так, я думаю, нужно сделать. И каждый раз, когда он видел, где трек, я говорю, будет. И из 14 секунд мы сделали Айдарай Комаров. А насколько часто вообще получается с ним выступать вместе? Просто я, насколько знаю, ты вот эту партию, когда ты выступаешь где-то, ты сам ее зачитываешь. Да. А с Исмаилом как часто получается? Сколько раз мы выступали с Исмаилом? Наверное, 3-4 раза точно мы выступали вместе на одной сцене. Но он уже, как бы сказать, он бизнесмен все-таки, он работает постоянно. Он постоянно на работе. Вот всегда проходите мимо его работы, его машина там, он работает, весь в работе. Поэтому я не всегда ему, не беспокоишь. Да, у меня же мои выступления, я должен сам идти туда. Поэтому... Итак, друзья, время в столице 9:37. Это утреннее камбэк-шоу на радио Азия Плюс. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях Сафар Мухаммад и Джувит Рузиев. Говорим мы сегодня о творчестве этих замечательных ребят. Если у вас есть вопросы, адресуйте их нам на Viber 28-40-107. Просят у нас прям вот аж вот кричат, говорит, пожалуйста, поставьте Комаров. Обязательно поставим. Буквально через несколько минут прозвучит этот супер крутой трек. Оставайтесь с нами.
Друзья, в эфире уже прозвучали 2 песни, номинанты на премию Tarona Music Award. Это «Амор» и «Комаров». Впереди у нас еще один трек, это «Нокуджо». Среди этих 3 песен мы будем выбирать лучшую в исполнении Сафар Мухаммада. Также у нас будет еще 15 номинантов. В общем, будет здорово, будет классно. 11 декабря в Суруш-холл пройдет церемония вручения премии. Совсем скоро мы расскажем вам обо всех подробностях, как можно приобрести билеты, как можно будет прийти, посмотреть, послушать, насладиться. Ну а пока, тем временем, мы наслаждаемся новыми вещами от Сафар Мухаммада. Новая песня для нас, хотя он за эфиром говорит о том, что это уже старая история. Они так быстро выдают новые треки, что мы не успеваем просто отслеживать. Откуда столько энергии? На чем вы сидите? На зеленом чае. Я на черном. На черном, хорошо, на зеленом. Итак, давайте все-таки поговорим про эту песню. Сейчас, а какая у нас новая? Давайте, Баргубов, да? Угадал. Классная песня. Очень классная песня, где я раскрылся вообще в другом, как сказать, брат? Амплуа. Амплуа, Да, потому что там я пою вот этим голосом. Как это называется? Баритон? Ну да, баритоном. Вот этим, да. Короче, заговорил со своими слушателями. Там я такой более, знаете, такой пацан, который ходит по ботсаду, пинает листья, вообще ему без разницы на все, по жизни, типа, he don't care. И все. Это вот такая песня. И она легко была сделана вообще. Но она о чем? Баргубох, это... Там говорится о чем? Баргубох, он бусор шохидан, там он мисояхо ишам. Марокканори ту дидан, бо ту дидан. Это такая песня, типа говорит Баргубох, он бусахоро шохидан, там мисояхо ишам, марокканори ту дидан. Это такая любовная песня, где нет вообще никаких там трагедий, там ничего нет, что очень... Такой последний романтик, да, на этой да, земле? Да, такой, да, он такой живет, да, у него все хорошо, такой... Болт, как хулиган, короче. Так все-таки романтик или хулиган? Романтик, все хулиганы. Романтик-хулиган. Бах, успел уже послушать этот трек? Да, я уже успел послушать, мне действительно он очень понравился. Но, в принципе, я говорю, что Сафар и Джова делают такие фирма, да, как я уже об этом говорил. И вот эта вот продуктивность, она просто поражает. И люди очень часто пишут о том, что Сафар, ну почему так редко? Хотя вы одни из самых продуктивных на таджикском рынке, так ведь? За год сколько выпустили? Сколько было выпущено за год песен? Блин, я думаю... Я могу посмотреть, да. Много. Ну, нормально треков. То есть я могу с полной уверенностью сказать, что для одного альбома год это очень мало. Если работает, то есть одна команда. Если работают несколько команд, допустим, вот... ну, наши исполнители как там? Кто-то делает у одного аранжировщика трек, потом у другого и еще 4 у другого. 4 песни. 4 песни за год? Ну, еще одна песня будет. То да, есть уже 5. За год, видите? Да. Для одной команды одного года прям очень для мало. Для 3 человек. Да, очень мало. Очень талантливый. Но, да, сейчас мы за эфиром говорили о том, что все-таки ребята, ну, есть в планах представить альбом, они уйдут в затишье, скажем так, ну, не для себя, для слушателей, уйдут в затишье, сделают материал и представят его уже в виде альбома, не в качестве синглов. Ну, ребят, давайте, наверное, теперь про туры поговорим, да, то есть концертная деятельность, она важна для любого музыканта, потому что, в принципе, для этого все и делается, да, то есть здесь на площадках вы выступаете очень круто, но вы планируете наверняка еще и побывать за рубежом, да, с концертами. То есть в прошлом году у вас был в Москве концерт, причем очень мощный концерт. Какие планы сейчас? На ближайшее будущее, может быть. Концерты мы должны сделать сначала обещанные, наверное, это Санкт-Петербург. Да, это Санкт-Петербург. Который мы обещали, но не смогли сделать. Не по нашим причинам, это по причинам COVID. И вот. Ну и дальше мы мечтаем сыграть концерт в Нью-Йорке. Вот, я хочу там сыграть концерт. Это просто желание или уже есть какие-то договоренности с кем-то в Нью-Йорке? Но они такие, знаете, сейчас, давайте скажем, пока что на стадии разговоров, даже не разработки. Я бы сказал, что у нас сейчас прям вот этот вот поток песен идет настолько мягко и вот правильно, что мы, честно говоря, о концертах
в последнее время вообще не задумывались. Мы даже наш московский концерт, не договорились, ничего не задумались. Сафар говорит, мы готовы к концерту? Я говорю, давно уже. Говорит, давай сделаем. Давай. Вот так у нас и появился московский концерт. Потому что до этого, я очень злился, когда мне сказали, что нет, ты еще не готов для концерта. Кто говорил? Например, Асишо Акимбеков. А он откуда знает, готов ты или нет? Но он тогда сказал, когда я ему сказал, Асишо, как ты думаешь, мне уже пора концерты делать в Москве? Он такой, я думаю, пока еще рано. И в какой-то день я очень сильно разозлился, я говорю, алло, Асишо, я еду. Ты действительно думаешь, что мне еще рано? Не, брат, я думаю, что это самое время. Пора. И он взял и просто известие, бам-бам-бук, все, и мы сделали. Круто. То есть впечатления у вас, я так понимаю, остались еще. Офигительные впечатления. Да, вот Сафар приходил к нам на эфир, к сожалению, без тебя, Джов, потому что тогда чуть-чуть приболел. Ты спал? Я болел, да, я вспомнил. Джова, и Сафар рассказывал о музыкантах, которые вам помогали в проведении того концерта, и которых нашел Асишо. Ну вот теперь ты свои впечатления расскажи, именно как музыкант, то есть насчет вот этих вот ребят. Блин, они работяги, они жесткие работяги, я не знаю, я когда просто, я спросил, какой у них график, я был просто в каком-то шоке. Я бы лично физически просто такое бы не выдержал. Жестко, это музыканты. Да, они молодцы, потому что конкуренция там очень огромная. И чтобы вы понимали, они играют на одной сцене с Мияги, с такими звездами. Да. И они со мной были. Леня, привет! Леня! Мы обязательно подкаст выложим, потом Леня обязательно. Да, обязательно Лене отправим. Да, Леня, мужик. Да, вот насколько ты был поражен их профессионализмом в плане того, как музыканты? Слушай, мы на самом деле приехали где-то за неделю, до концерта. Да, скажи, что ты говорил перед тем, как мы ехали. Вот, я сейчас расскажу. Вообще, я был очень сильно взволнован, что мы всего лишь за неделю до концерта едем, потому что, как можно подготовить целый живой концерт за неделю? И так получилось, что мы приезжаем в Москву за неделю до концерта, а попадаем на репетицию за 2 дня до концерта. То есть мы 5 дней занимались просто ничем. И за 2 часа репетировали. Да. И мы просто приходим, я сажусь, подключаюсь к маршалу. Узьёра йодудандар курай Сафар, блин. Да. Мейтуна, она такая. Леня такой одевает свои инейры, говорит, Чё, поехали? И все, и играется концерт. И я был, конечно, в шоке. И мы смотрим друг на друга. Круто. Нормально, да, нормас. Вообще, блин, пацаны, конечно, красавчики. Да. Девочки, в смысле, пацаны, ребята красавчики. Все. Да. Ребята вообще красавчики. Большая команда была? Басист, барабанщик, клавишница, 2 бэк-вокала. Клавишница, потому что... Леся, привет. Да, Леся, привет. Так, Леся! Леню уже знаем, Олесю знаем. Остальных по именам помните? Конечно, помню. Серега, бас-гитара, да. Серега. Еще кто? Ты кого назвал? Серега. Макарошку помнишь? Да, конечно. Да. Короче, ребята супер талантливые, очень хорошие, на уважение прям. Мы скоро с ним отыграем в Санкт-Петербург в следующем году. Да, с ними же поедете туда. Почему нет? Может быть, конечно, 14 февраля ко Дню влюбленных, например. Кто знает. Или ко Дню влюбленных сделаем в Душанбе огромный концерт, кто знает. А если в Нью-Йорк получится, этих ребят возьмете? Захватите? Я думаю, возьмем без проблем. Без проблем. Если Нью-Йорк, он вообще станет на серьезном этапе прям разработки, это easy просто сделать. Вот даже если вдруг не получится захватить эту команду, мы желаем вам найти тех ребят, которые будут с вами на одной волне. Там Джорджа Мейсона и таких ребят найдем, короче. Уже определились. Кэти, короче. Это было очень классно, то, что у нас в группе, например, есть девушка, которая не уступает никому, она такая мощная тоже, джаз, да? Да. Она играет просто очень красиво. И это показывало то, что вот equal. Мы все равные такие, и на сцене прямо отжигаем. То есть не было такого, чтобы артист всех там затмевал что-то, и музыкантов нет, там все вот индивидуалы. Зажигали, да, ну, чтобы вы понимали, да, эти музыканты для меня реально авторитеты. После концерта Леня подходит и говорит, Джо, Фермачи, для меня... От Лени слышит, да, ты звезда. Он для меня реально авторитет, это реально красавчики, ребята, которые реально пашут. Очень пашут.
Да. Правда. Сафар, вот до проведения этого мероприятия ты сказал, что у тебя был небольшой разговор со Слишо, который сказал, ты еще не готов, и тебя это задело. А как ты вообще относишься к, ну, может быть, критике какой-то легкой? Вы же прекрасно знаете, как я отношусь к критике. В тот раз я ответил на этот вопрос без проблем. Но если, например, критика, если она есть здоровая, конечно же, я ее принимаю. Но если кто-то это делает с наездом или неправильно в каком-то формате, где задевает мое чувство достоинства, я его задену. Случайно. А может ли какое-то слово человека постороннего застопорить тебя? То есть вот он сказал нет, и ты думаешь, так, значит, да, может быть, я не готов. Нет. Конечно, если бы так было бы, тогда Сафар Мухаммада вообще не было бы. Тогда я вообще бы сказал, ой, и просто укрылся бы пледом и все сказал бы, нет, я лучше пойду, I'm not gonna be different, все, в МИД поедем и все, там буду работать рядом с тетей, и все будет прекрасно. Так, тете в МИДе привет, тоже передаем. Привет, тетя. Ну вот, а мне это не надо было. Я такой, слушайте, говорите, вы наоборот меня мотивируете, без проблем. Просто не задевайте, задену. Все, в принципе, все. Все, не все, но, друзья, мы много говорили про новый трек «Баргу Бог», но Баргу Бог. В эфире прозвучала только небольшая демо-версия, да. Причем в живом исполнении. Мне, кстати, нравится, что Сафар Мухаммад всегда выступает живьем. Это здорово. Ребят, спасибо вам большое за живой звук. Есть у нас сообщение в Вайбере. Сафар Мухаммад и Джова, я вам желаю творческих успехов, побольше хорошей музыки и всего вам самого доброго. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, огромное спасибо. Спасибо, что вы с нами. Вы помните, как на одной сцене меня током сбило? Да. Почему вы умалчиваете? Я герой, ребята, вы знаете? Дело, я такой, умеди фардоя, и током меня, бам, бьет, и такая, Это была на летняя вечеринка, да, в аквапарке. Буратино, когда говорите, у меня то же самое было, короче. Дело в том, что там проходила просто пенная вечеринка, люди были влажными, мокрыми, в пене. Сафар Мухаммад был на сцене, и кто-то из них решил дать 5. И я такой, Дудар Джон, и он такой делает, Тилонадорум Дудар. Они ударились, да, кулаками, и Сафар Мухаммад ты же тоже это прочувствовал? стукнуло током. Причем это было забавно. Звучит музыка, поет Сафар, хоп, Сафара больше нет. И тут, ты меня током ударила прямо в микрофон. Казусы случаются. Ну, реально, после этого у меня прям одна часть, да. Болело плечо. Да, у меня тоже. Я, видимо, тому же парню тоже пробил кулаком, и меня тоже ударило током. Так, ребят, время в столице 9:58. Это значит, что, к сожалению, мы вынуждены с вами попрощаться, но только в эфире. Мы обязательно с вами еще увидимся, и обязательно еще раз пригласим вас в эфир. Джова, надеюсь, ты тоже придешь. Да. Да, спасибо большое. Вам желаем творческих успехов. Увидимся с вами 11 числа в Суруш-холле, друзья. Все подробности мы расскажем чуточку позже. Прощаемся с нашими гостями, желаем творческих успехов. Ну и прощаемся с нашими слушателями. Ну и, как обещали, самый хитовый трек последних 10 дней «Баргу Бог» прямо сейчас прозвучит на волнах радио. Спасибо всем, ребят, удачи. Пока.